Здравствуйте. На телеканале БСТ время подводить итоги недели. В студии Анастасия Ильчебаева. И сейчас коротко о том, что ждет в выпуске. Десятки подписанных соглашений, около 1000 участников из разных уголков мира. Большинство, конечно, онлайн. Всевозможные инфекции приходят и уходят, мы их когда-то победим, но после этого мы остаемся один на один с большими серьезными проблемами в сфере экономики. Чем закончилась международная неделя бизнеса, о перспективах и планах экономики Башкортостана. Рискуя жизнью, медиков, заразившихся коронавирусом, отправляют отдохнуть. Спасибо большое. После заболевания надо как-то себя восстанавливать, а санаторий – это самое лучшее. Тем временем врачи заступают на новую вахту. Строительство инфекционной больницы в Стерлитамаке завершено. Рекордсмены среди дольщиков. 13 лет ожидания. Дом самой трагичной истории. В лифтовой шахте была обнаружена студентка. Ее тело пролежало в долгострое несколько дней. Решение проблемы дольщиков в банкротстве компании. Но сам застройщик против такого развития событий. А некоторые собственники уже никогда не дождутся своих квартир. Отец через 5 лет, не дождавшись квартиры, умер. Пылающая зима. Сразу несколько смертельных пожаров в республике. В огне погибли 2 семьи, что чаще всего становится причиной возгорания. Число умерших от коронавируса в Башкортостане перевалило за 100. Еще 3 жителя республики скончались от COVID-19. Количество умерших достигло 103 человек. За сутки диагноз был подтвержден у 151 заболевшего. Всего же сейчас в стационарах лечение проходит 750 пациентов. 2268 жителей республики находятся на амбулаторном лечении. Инфекционный центр в Стерлитамаке готовится принять первых пациентов. Перед запуском ковид-госпиталя осмотрела правительственная делегация во главе с Радием Хабировым. Здание построено за рекордные 50 дней. Операционные, как и многие палаты, уже готовы. Оборудована сертифицированная вертолетная площадка для санавиации. Подробнее в следующем материале. Это уже 4-й визит главы республики в Стерлитамакский инфекционный центр. Нынешнее посещение финальное перед открытием. Идет отладка и монтаж оборудования. Внешне Стерлитамакский инфекционный центр выглядит как брат-близнец своего зубовского предшественника. Даже входная группа один в один. Все основные различия находятся внутри здания. Есть еще одно дополнение. Буквально в шаговой доступности разместили сертифицированную вертолетную площадку, чего также не было в больнице Зубова. Коридоры центра стали шире, появились новые отделения, в том числе детское и акушерское. Оборудован хирургический блок операций, в котором можно проводить хоть сегодня. Абсолютно стерильный воздух, не спадающим потоком вниз. Это у нас называется ламинар. Он так называемую стерильную зону. Это газы, да? Да, это подводка газов, чтобы не было... Чтобы не мешало, да? Да, напольных труб, чтобы не спотыкались. Также здесь мы предусмотрели приемно-диагностическое отделение. Зубова его нету. Здесь специально для поступления больных есть 2 схемы. Одни больные могут непосредственно в бокс поступать. Больные же, которые требуют дополнительного исследования, они поступают в приемно-диагностическое отделение, где проходят они минимальное начальное исследование. Для этого есть компьютерный томограф современный, рентгеновский аппарат стационарный и все необходимое другое оборудование. Еще одним существенным новшеством можно назвать использование увеличенной по объему кислородной станции. В режиме штатной эксплуатации это 1,5 недели. На 70 боксов, на 74 бокса. А вот что сейчас в Зубову каждый день заправляют? Там 2 куба. А здесь 6. Ну, я говорю, здесь уже лучше. Режим ЧС. Госпиталь сможет принять в общей сложности 350 пациентов с COVID-19. Таким образом, как отметил Ради Хабиров, у республики есть большой запас прочности по количеству свободных больничных коек. Власти готовы даже к самому неблагоприятному сценарию развития пандемии. Надо было нам где-то на пару месяцев раньше его строить. Но, видите, мы же ожидали, что волна ушла и уже готовились к более спокойному времени. А потом, когда опять рост начался, мы приняли решение. Конечно, вовремя, потому что совершенно точно, что он будет полностью задействован. И потом этот госпиталь, он не связан ни с чем. Пройдет коронавирус, это абсолютно нормальное, причем очень серьезно технически укомплектованная многопрофильная больница, которой точно не хватает в Стерлитамаке. У нас дальше есть задумки, но я пока об этом не говорю. Еще одним финальным штрихом стала закладка аллеи здоровья перед входом в инфекционный центр. Высаженные деревья – напоминание об огромном труде и слаженной совместной работе. Строительство клинического инфекционного центра продлилось рекордные 50 дней.
Артур Шамсудинов, Азат Ишбулатов, Виктор Миренков и Роман Мукуфа. Итоги недели. Стерлитамак. Дольщики и рекордсмены «Долгострой», которые начали возводить еще в 2007 году, не могут доделать до сих пор. Работы не ведутся. Одно из решений проблемы банкротства застройщика – это обязательное условие для того, чтобы дом завершили при участии Федерального фонда защиты прав граждан. Здание включено в единый реестр проблемных объектов, однако суды постоянно откладываются. Первое заседание состоялось в июле, а очередное назначено на конец декабря этого года. Тему продолжит Лилия Курбанова. Мы приобретали эту квартиру в 2009 году, планировали через 9 месяцев заселиться. Планировали, что дочка у меня уже пойдет в школу. Дочь в итоге уже студентка. В новую квартиру Ганиевы по-прежнему не заселились. Но кто-то явно здесь жил. В коридорах грязные матрасы, рядом запылившиеся склянки от фанфуриков. Вот даже элементы гардероба какому-то человеку. Видимо, пришлось уйти босым. Все было остеклено, постепенно все это было обворовано. Ни пластиковых окон, ни дверей. Здесь двери уже были установлены металлические. Все, что можно было открутить или оторвать, продали или сдали на металлолом. Сейчас находиться здесь небезопасно, особенно после употребления подобных веществ. По словам местных жителей, отсюда часто увозят людей на скорой. 2 самых громких случая в 2018 году. Тогда школьница упала с 5-го этажа на 4-й. Перед этим в лифтовой шахте была обнаружена студентка. Ее тело пролежало в Долгострое несколько дней. При этом доступ на территорию в данный момент свободный. И, судя по протоптанной тропинке, место пользуется популярностью. Здесь постоянно наркоманы делают закладки. Здесь постоянно бегают дети на крышах. То есть это объект повышенной опасности. Начало строительства дома не стало и самих будущих владельцев. Некоторые так и не дождались новоселья. Отец, когда мы брали эту квартиру, он говорил, что инвалидов по зрению не оставят без квартир. Поэтому это мы, сын, быстро получим эту квартиру. Он все-таки верил. Он купил квартиру, чтобы поближе быть к республиканской больнице, потому что болел. Но, к сожалению, через 5 лет он, не дождавшись квартиры, умер. Дом жилищно-строительного кооператива «Дуслыкстрой» должны были сдать ровно 10 лет назад, юбилей несостоявшегося новоселья. Квартиры здесь купили 99 пайщиков. За мошенничество в особо крупном размере были осуждены бывшие руководители строительного кооператива и директор компании-заказчика. А вот застройщика признали промежуточным владельцем. Правоохранительные органы отказали пайщикам в возбуждении уголовного дела. Стоящие здесь люди заплатили 330 миллионов рублей. На протяжении всех этих лет мы не можем добиться привлечения Дементьева, Волкова, Надоршиной, Гладких, 2 регистраторов, проведших незаконную регистрацию, Закирова, нелегитимного председателя ЖСК «Дуслыкстрой», подписавшего дополнительное соглашение. В 2018 году застройщик уверял, что сам стал жертвой. Сейчас дозвониться до него нам не удалось. По обращению Паралимпийского комитета Российской Федерации, Генеральной прокуратуры, было заведено уголовное дело по 165 статье, где мы, Центр «Луч», является потерпевшим. Деньги украдены жуликами. Консервация объекта не проведена. Люди по-прежнему платят за землю, на которой стоит заброшенный Долгострой. Дементьев через свое подставное лицо Закирова назначил председателем нашего жилищно-строительного кооператива, который в ущерб интересам членов кооператива заключил дополнительное соглашение с РОФ «Луч» с тем, чтобы возложить обязанности по оплате аренды этого земельного участка, опять же, на членов кооператива. Вот та земля, на которой мы стоим, мы за нее тоже платим. Вот. А это ни худо ни бедно, выходит в год больше 1 миллиона рублей. Решение проблемы есть. Это банкротство застройщика. Обязательное условие для того, чтобы дом был достроен с участием Федерального фонда защиты прав граждан. Многоэтажка включена в единый реестр проблемных объектов. Вот только суды постоянно откладываются. Первое заседание состоялось в июле. Очередное назначено на конец декабря этого года. Ну, застройщик, так же, как и любое юрлицо, наверное, противится тому, что в отношении его предприятия будет введена процедура. Сразу скажу, решение о банкротстве данного объекта принимает не фонд, не Минстрой, а арбитражный суд.
То есть мы, к сожалению, в силу законодательства, в силу нашей Конституции не можем дать указания арбитражному суду, они принимают решение в соответствии с требованиями закона о банкротстве. Мы все документы предоставили, все будет зависеть от того, как суд рассмотрит данное заявление. Опыт работы с федеральным фондом в Башкортостане есть. По данным республиканского Минстроя, в регионе было принято решение по 50 объектам. До конца года к ним добавится еще 11. ЖСК «Дуслык-Строй» в этом списке пока нет. К большому сожалению, арбитражный суд затягивает рассмотрение этого заявления публично-правовой компании. Могла бы порекомендовать пострадавшим гражданам обратиться с коллективным заявлением председателю Верховного суда Российской Федерации и председателю арбитражного суда Республики Башкортостан, где они бы указали о необходимости ускорения рассмотрения дела о банкротстве. В случае, если пайщики своего добьются, то дом могут достроить меньше, чем за год, если точнее, по подсчетам специалистов, от 8 до 10 месяцев. Сейчас люди ждут очередного заседания и все еще верят, что трагедии в истории долгостроя больше не будет. Лилия Курбанова, Артур Ханов, Булат Садриев, Владимир Шевчук. Итоги недели. Череда страшных пожаров на неделе произошла в республике. В Баймакском районе в огне погибла 56-летняя женщина и двое ее взрослых сыновей. В Бишбулякском пожар унес жизни молодых супругов 93-го года рождения и их детей. Тела 6-летней девочки и 4-годовалого мальчика обнаружили пожарные в ходе тушения. И это не единственная трагедия на этой неделе, когда в огне погиб ребенок. О том, что становится причиной пожаров и как уберечь себя и близких, в материале Динары Таймасхановой. Пепелище. Вот все, что осталось от большого дома. Баймакский район, село Ишмурзино. На месте обнаружены тела троих: 56-летней женщины и мужчин 31 и 35 лет. Это мать и сыновья. По предварительной версии, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем при курении. По прибытии на место подразделения добровольной пожарной команды наблюдалось открытое горение жилого бревенчатого дома. На тушение подано 2 ствола ИРСК-50, работало одно звено газодымозащитной службы. Открытое горение ликвидировано в 03:43. К сожалению, в ходе тушения и разбора пожара обнаружены 3 погибших. Это же ночь. Юго-запад республики, Бишбулякский район. Сообщение о пожаре поступило на пульт спасателей в 3 часу ночи. Открытое горение было потушено за 20 минут. Пожар унес жизни молодой семейной пары и их малышей 4 и 6 лет. Что стало причиной пожара, пока неизвестно. Работают эксперты. Сами сделаем свой осмотр, а если они будут сами назначать экспертизу, то они пускай всю проводку изымают. Днем позже трагедия произошла в селе Табынском Гафурийского района. Рано утром загорелся частный дом, все жители которого, включая 2 маленьких детей, успели выбраться. Однако 11-летний подросток задержался. Взрослые уже не смогли вернуться за ним. Дом был объят пламенем. Мальчик не дожил до своего 12-летия 8 дней. Из года в год основной причиной возникновения пожара в жилом фонде является в первую очередь это халатность наших граждан. Несоблюдание элементарных требований пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования, неосторожное обращение с огнем. Проводятся инструктажи о соблюдении правил пожарной безопасности в быту и правил эксплуатации внутридомового газового оборудования. В этом году в пожарах погибло 12 детей. Очередной трагедии удалось избежать многодетной семье в Абзелиловском районе. Мама и 4 ребенка спаслись благодаря пожарному извещателю. Ближе к новогодним праздникам к причинам возгорания добавляется еще одна – пиротехнические изделия. Пытаясь сэкономить, люди покупают их на улице. Отсыревшая продукция может повести себя неожиданно. В преддверии наступления новогодних праздников хотелось бы также сказать, что жители сейчас массово начинают покупать пиротехнические изделия. Изделия рекомендуем покупать только в специализированных магазинах, которые имеют сертификаты, соответствие, качество, чтобы инструкция была читаема. Ну и запускать пиротехнические изделия только в строгом соответствии с данной инструкцией. Не давать это делать детям. В регионе установилась холодная погода. Жители стали использовать печное отопление и обогреватели. С этим специалисты и связывают рост пожаров в последнее время. А вот из 10 тысяч возгораний, произошедших в республике в этом году, больше половины произошли из-за неосторожного обращения с огнем. Выброшенная наспех сигарета зачастую может стоить жизни целой семьи. Динара Таймасханова. Итоги недели. Башкирский мед признали вкусом России. Объявлены победители первого национального конкурса региональных брендов продуктов питания. Республика выдвинула сразу 26 позиций. Это наибольшее количество от участников. Победителей определяли в 8 номинациях. Одна из них под названием «На всю страну». Именно здесь оценили башкирский мед. Он вошел в 3 лучших. В народном голосовании наше национальное лакомство лидером не стало, но вошло в 10. Также шансы на победу были у башкирских брендов и в номинации «Из нашей деревни». Корот и минеральная вода Кургазак вошли в топ-10.
Предлагаю, чтобы наши сети торговые поддержали идею о том, чтобы вкусы России, победители этого конкурса, отмечались на полках, чтобы о них знали наши жители, чтобы они пользовались особой популярностью. И согласитесь, это же гарантия качества. Но серьезным шагом будет следующий шаг присоединения России к Женевскому акту Лиссабонского соглашения. Тогда наши товары получат защиту на международном уровне. Порядка 20 подписанных соглашений, около 1000 участников из разных уголков мира. Свои итоги были подведены и на Международной неделе бизнеса. На целых 4 дня Уфа стала деловой столицей. Самой обсуждаемой новостью стали планы властей ввести 3-й пакет мер поддержки бизнеса, который рассчитан предположительно на 9 миллиардов рублей. Новые точки роста найдены в сфере экспорта и туризма, в частности на развитие геопарков. Выделят из бюджета более 900 миллионов рублей. Подробнее о ключевых темах в материале Артура Шамсудинова. Несмотря на то, что из-за пандемии за количеством участников организаторы не гнались, форум все же стал самым масштабным в этом году. 160 делегатов присутствовали лично и еще несколько тысяч тех, кто был онлайн. Большинство предпринимателей, по которым коронавирус ударил, пожалуй, сильнее всего. Следующий год для нас всех очень-очень важно будет заниматься обеспечением все-таки загрузки наших предприятий. Он будет непростой, потому что экономические цепочки, наверное, потихонечку могут начать рушиться. Поэтому вот я прошу Торгово-промышленную палату оказывать нам всестороннее содействие. Важнейшим событием стала новость о 3-м пакете мер поддержки бизнеса. Изначально он оценивался в 18 миллиардов рублей. Однако из-за разногласий с Министерством финансов конечная стоимость будет ниже – от 5 до 9 миллиардов. 3-й пакет мер господдержки мы решили до конца года уже принять и в работу запустить для того, чтобы, с одной стороны, с самого начала года уже могли им воспользоваться наши компании, а с другой стороны, чтобы вступление в Новый год у башкортостанского бизнеса, башкортостанской экономики был более оптимистичный, чем это, в общем, может быть. Рост инвестиций в республике составил 4,5%, а это, на минуточку, 22,5 миллиарда рублей. Как отметил Ради Хабиров, Башкортостан получил определенный кредит доверия со стороны инвесторов, в том числе иностранных. Никто не вкладывает свои деньги, если он ни раз не встретился, ни раз собственными глазами не видел. И не только самое производство или площадку, но еще людей. Могут организовать роуд-шоу, могут организовать экспозиции, конференции и способствовать тому, чтобы было больше таких личных контактов. Для примера, в период пандемии на 76% увеличился внешнеторговый оборот между Башкортостаном и Узбекистаном. Это удалось осуществить за счет наращивания экспортных поставок топлива более чем в 45 раз. У нас в сфере образования, в сфере торговли несколько у нас готовых проектов, которые мы готовы обсудить с людьми. Вот. С нами еще приехали блогеры, которые ведут свои деятельность на просторах интернета, которые готовы рассказать об Уфе. На форуме новые соглашения о сотрудничестве достигнуты с соседним Татарстаном. Сегодня от нескольких предприятий поступило предложение интегрироваться с предприятиями Республики Татарстан по поставке продукции в Татарстан. Мы также помогаем, наметили какие-то планы. Ближайшее совещание намечено на 11 декабря по поставке изделий из пластиков в Республику Татарстан. Будущее послезавтра во многом зависит от высоких технологий. Сегодня необходимо вкладываться в те сектора, которые слабо развиты. Экспортировать нужно не только товары, но и, например, знания. Большую роль в этом сыграет Евразийский научно-образовательный центр мирового уровня, который поспособствует привлечению в регион зарубежных студентов. Мы здесь имеем такие серьезные планы. Мы хотим увеличить и количество студентов иностранных, которые здесь будут учиться с нынешних 4800 до 10 тысяч. И экспорт науки мы хотим как минимум в 3 раза расширить. Но для этого каждый раз мы применяем какие-то свои инструменты. Нужно развивать и сферу туризма. Геопарк Янгантау уже в списке ЮНЕСКО. Теперь власти активно пытаются присвоить новый статус и геопарку Таратау. На развитие обоих рассчитывают потратить порядка 920 миллионов рублей. На Шиханах, например, намерены установить туристические лестницы, чтобы с одной стороны было проще подняться на вершину, с другой – сохранить краснокнижные растения, которые зачастую могут затаптывать при восхождении. Это из этих направлений довольно дешево обходится. И говоря о стоимости,
На самом деле не требуется больших средств для того, чтобы развивать свой регион и повышать его узнаваемость среди иностранных туристов. Все самые лучшие и самые эффективные инструменты доступны для вас совершенно бесплатно. Это те же самые инфлюенсеры. У Башкортостана очень много преимуществ, в том числе и местоположение. Всего 2 часа лету от Москвы. На форуме многие республиканские компании нашли себе новых деловых партнеров. Основной задачей мероприятия было наметить пути выхода из кризиса. Уже сейчас нужно думать о том, как преодолеть те трудности, с которыми мир столкнется в постковидную эпоху. Артур Шамсудинов, Екатерина Тимиряева, Азат Садриев и Артур Ханов. Итоги недели. Уфа. Виновным в смерти подростка в бирском лагере «Чайка» вынесли приговор. Финальное заседание откладывалось несколько раз. И вот, наконец, Фемида поставила точку в этом громком деле. Напомню, год назад в летнем лагере 15-летнего Максима придавило флагштоком. Мальчик подрабатывал разнорабочим. На скамье подсудимых директор лагеря и его заместитель, но вот бывшие руководители не считают себя виновными. Мой коллега Радмир Азнабаев продолжит. Уверенные в том, что они невиновны, двоюродные братья, они же по совместительству и руководители лагеря «Чайка», где погиб 15-летний Максим Марков, пришли на финальное заседание в сопровождении 4 адвокатов. При виде телекамеры отворачиваются и игнорируют вопросы журналистов. Вне объектива улыбаются, будто и никакой трагедии не было. Даже адвокаты не идут на контакты, отвечают сквозь зубы. Необходимо дождаться приговора. Никто бы не подумал, что в детской базе отдыха может такое случится с сыном. 1,5 года без сна, без смысла жить дальше. Зульфия Маркова тоже ждет этого момента. Комната Максима и его вещи остаются на своих местах, как будто он вот-вот вернется, но, увы. Летом 2019-го он поехал подработать местный лагерь с крылатым названием «Чайка». Но во время установки волейбольной сетки на мальчика упал флагшток. Шансов выжить не было, Максим скончался на месте. Позже выяснится, флагшток был закреплен неправильно. По сути, трагедии было не избежать. У них, когда открытие лагеря, они все стоят около этого флагштока, флаг поднимают. Там также он мог упасть, но там бы сколько бы детей погибли. Получается, как Максим своей смертью спас других детей. Директор сюда пришел со своим братом, в зал даже не прошел, сказал, это нечистые силы виноваты, конверт протянул. Говорю, мне от вас, говорю, ничего не надо, мне ребенка не вернете. Какую сумму оцениваете жизнь ребенка? Без комментариев. На оглашение приговора журналистов пустили, но без разрешения на съемку. Судья зачитывала вердикт более 3 часов. В итоге Полюдова и Черкова признали виновными и приговорили обоих к 2 годам колонии поселения с выплатой моральной компенсации по 1 000 000 рублей с каждого. Вину они так и не признали, а вот приговору были, видимо, рады, подозревает мама погибшего Максима. Не секрет, что повлияло на ваше настроение? Вы по судебному заседанию улыбались с своими коллегами? Улыбались? Да. Что повлияло на ваше настроение? Когда огласили приговор, они улыбались, адвокаты их не улыбались, они никакого раскаяния я не увидела. На каждом заседании выходят из суда, смеются, радуются чему-то, я не знаю. Нет, они так и не извинились, они сейчас вышли довольные приговором. Кстати, в «Чайку» Полюдов и Черков набирали свыше 20 школьников на работу, но без официального оформления. Про инструктаж по технике безопасности и речи быть не могло. Даже зарплату несовершеннолетним работникам пришлось взыскивать через суд. В судебном заседании подсудимые отказались давать показания стороне государственного обвинения, а также никаких мер по возмещению морального вреда матери потерпевшего не приняли и даже не извинились перед потерпевшей. Семья погибшего хочет максимального наказания для виновных в смерти Максима. Понятно, что легче не станет и, конечно, ничего уже не изменится, говорят сами потерпевшие. Но сейчас они с адвокатами хотят добиться ужесточения приговора. Радмир Азнабаев, Азамат Мухамедшин. Итоги недели. Бирск. Жизнь без электричества. На неделе жители Иглино погрузились во тьму. Проблема осложнялась тем, что не только свет, но и отопление в домах зависит от электричества. Бригада ремонтников в течение ночи боролись с ЧП. Администрация района развернула пункт обогрева. Похожая ситуация произошла и в Уфимском районе. Жители нескольких деревень из-за перебоев с электричеством не могут прогреть свои жилища. На месте побывал мой коллега Эмиль Басареев. Сейчас я вам покажу, вот таким образом вот человек спит. Вот это пальто, это вот шаль. Под слоем из нескольких одеял от холода спасается 88-летняя бабушка. Ее дочь Любовь Калмацкая говорит, всю ночь семья провела без тепла. В четверг поздно вечером отключилось электричество. Не стало не только света, но и отопления, ведь газа здесь нет. К бабушке приезжала скорая, однако у медиков возникли трудности в оказании помощи.
Но когда она приехала, соответственно, снять кардиограмму мы уже у этой бабушки не смогли. Почему? Потому что электричества нет, они не смогли подключить регулятор. Сделали ей какие-то лекарства из-за того, чтобы просто человек уснул и, наверное, как бы не тревожил. В доме женщина ходит в верхней одежде, даже собака прячется от холода под одеялом. Администрация района ночью обеспечила электрогенератором. Его мощность направили в комнату бабушки, чтобы хотя бы там появилось тепло. Да, действительно, он выручил, они нас поддержали. Претензий на этот раз к администрации вообще никакой, они молодцы. Без электричества в этой части Иглино остались 4 улицы, а это больше 150 домов. Причина – из строя вышел трансформатор. Из-за перенапряжения сгорели все предохранители. Буквально 3 дня назад из-за скачков напряжения мне пришлось покупать новую стиральную машину, потому что просто сгорела плата. Мы все платим, регулярно оплачиваем счета эти ЖКХ. А где эти деньги-то вообще? На месте ЧП был развернут оперштаб, чтобы не допустить несчастных случаев. Чтобы люди не замерзли, администрация района обустроила пункт обогрева. Автобус здесь дежурит со вчерашнего вечера. В салоне печка работает на полную мощность. Кроме того, здесь есть термос с кипятком и можно попить горячий чай. Немногим ранее электричество также пропало на улицах Горького, Ломоносова и Заводской. Причина – изношенный кабель. В 4:30 утра работу трансформатора восстановили. Часть электросетей района, где и произошли отключения, в середине ноября были переданы в ГУП-РЭС. Его руководство делает неутешительный вывод. Изношенность сетей примерно 90%. По всей видимости, они не обслуживались. Теперь нужно менять провода и около 20 трансформаторов. Эта сумма на сегодняшний день мы рассчитываем где-то порядка 50 миллионов. Защищаем сейчас бюджет на эти работы. В общем-то, документы лежат в Минфине. В настоящий момент стоит 100 КВА. Естественно, этого не хватает. Планируем сюда 250 сейчас установить. Этого хватит с запасом. В 12 часов дня свет вновь появился в домах на Дачной, Яблоневой, Тургеневой и Ташкентской. Но, тем не менее, проблема с электричеством остается одной из самых острых в Иглино. Наша задача, чтобы ГУП-РЭС максимально быстро начал ремонт этих сетей. Для этого необходимо финансирование. И финансирование получат в ближайшие дни уже. Надеюсь, что на следующей неделе у них пройдет аукцион на закупку необходимых материалов и оборудования для того, чтобы эти сети ремонтировать, и они приступят максимально быстро. Как отмечают в муниципалитете, чтобы провести реконструкцию всех изношенных сетей, необходимо порядка 300 миллионов рублей. Работы будут идти в несколько этапов, чтобы вопрос с электрическим коллапсом в районе, тянущимся много лет, наконец закрыть. Проблема знакома и жителям Уфимского района. Плита, микроволновка и даже посудомоечная машина – все для комфорта хозяйки на кухне. Вот только этими благами пользоваться получается не всегда, говорит жительница Шамонина Надежда Сюндюкова. Все дело в электричестве, точнее в низком напряжении сети. Вот индукционная плита, она еле-еле закипает, долго стоит. Даже чайник очень долго закипает. А микроволновая печь вообще ничего не греет. Вместо положенных 220 на входе не более 170 вольт. Порой напряжение падает до 120. И чтобы включить котел отопления, приходится выключать все электроприборы в доме. И такая ситуация не только у Сюндюковых. Эта часть деревни Шамонина была построена не так давно, и газ сюда не завели. Электричество – единственный способ прогреть свой дом. Дети одетые, родители пожилые ходят в валенках дома. Спать невозможно. Мы-то еще на работу ходим, а вот как пожилые здесь выживают. А накануне и вовсе у сельчан на несколько часов пропал свет. В соседней деревне сгорел трансформатор, возможно, не выдержал нагрузки. Количество домов увеличивается, а значит растет и энергопотребление. В данный момент, все устранено. Уфимский район и сельское поселение находятся в тесном контакте с Новоуфимским РЭС. Вопрос постоянно на контроле. И до конца этого года Новоуфимский РЭС обещает проблему решить именно со скачками напряжения и впредь, чтобы не было таких ситуаций. В обоих случаях проблемы произошли с наступлением холодов, когда люди запустили отопительные приборы. Скорее всего, сети не выдерживают напряжения. Сельчане надеются, но не на ремонт, который в ближайшее время им даже не обещают, а на удачу, что в Новый год тепло и свет не покинут их дома. Эмиль Басареев, Руслан Батыргареев, Вадим Исламов, Булат Закирьянов и Азат Тузбеков. Итоги недели: Иглинский и Уфимский районы. Около 5 миллионов рублей составили выплаты по линии профсоюза медикам, которые переболели COVID-19 и вирусной пневмонией. Республиканская программа поддержки действует с апреля. Какова эффективность и в чем отличие от федеральных стимулирующих выплат, выясняла Екатерина Тимиряева.
В акции «Мы работаем ради вас, оставайтесь дома ради нас» весной этого года медсестра Фейруза Абдюкова принимала участие одной из первых. Тогда же она стала работать и в обсерваторе, куда доставляли онкопациентов с ковидом. Делала им системы, перевязки. Успела отработать 2 смены и сама заразилась коронавирусом. Болезнь отступила, и сейчас она вновь на работе. А скоро женщина отправится на отдых в санаторий. Это наш профсоюз, они все это сделали. Просто надо было подать документы, выписку из больницы и все. Остальное все они сами делали. Выплаты были, можно сказать, сразу же. Выплаты – это федеральная поддержка врачам, пострадавшим в борьбе с коронавирусом. А в санаторий отправляют уже Республиканский профсоюз работников здравоохранения, если этого захочет сам медик. Состоящие там около 400 медиков, которые переболели COVID-19 с начала пандемии, уже получили выплаты на общую сумму в 5 миллионов рублей. Это одна из крупнейших организаций региона, которая включает около 70 тысяч работников. Те, кто лечились в госпитале, проходили лечение через стационары, из средств Рискома профсоюза работников здравоохранения выплачиваются суммы от 10 до 22 тысяч рублей. В зависимости, к какой категории относится работник, врач, средний медперсонал, младший медперсонал или прочий медперсонал. И зависит от стажа в профсоюзе. Поддержка по линии профсоюза – это дополнение к федеральным и республиканским программам реабилитации. Действует и телефон горячей линии, на который с апреля поступило около 700 обращений. Большинство вопросов о зарплате и получении страховых выплат. По нашей инициативе, по инициативе нашего профсоюза принята и действует республиканская программа реабилитации переболевших медиков. Они получают санаторные сертификаты. В Республиканском профсоюзе работников здравоохранения говорят, что поддержку врачам нужно расширять. Общественники предлагают вводить вечерние профилактории, курсы восстановления здоровья, психологической разгрузки, давать возможность посещения бассейнов и фитнес-программ. Медсестра Фейруза Абдюкова уверена, что необходима и моральная помощь со стороны близких. Когда дома с нетерпением ждут, желание выздороветь еще сильнее. Страх сначала был, а потом думаю, я в надежные руки попала. И вот, тем более, конечно, я должна выздороветь. Меня дома ждет семья. Екатерина Тимиряева, Азамат Мухамедшин. Итоги недели. А сейчас о событиях, без которых картина недели была бы неполной. Новости короткой строкой. В Учелинском районе 16 детей отравились в бассейне хлором. Следком организовал проверку. Во время занятий школьникам стало плохо. Они пожаловались тренеру на затрудненное дыхание и кашель. Детей вывели 4, потребовалась госпитализация. Проводится обследование. Угроз жизни нет. Изъят журнал концентрации хлора в воде. Роспотребнадзор отберет пробы. В случае установления нарушений правоохранители будут принимать меры реагирования. В Уфе проверят адекватность водителя, который кричал и ругался матом. На этой неделе в столице республики во время рейдов по нелегальным перевозчикам один из таксистов встретил сотрудников Ространснадзора с агрессией, после чего заперся в машине на несколько часов. У сотрудников проверяющих органов появились подозрения, что водитель может быть в наркотическом опьянении. В итоге мужчину отправили на медицинское освидетельствование, чтобы понять, в каком состоянии он выезжал с пассажирами на трассу. В Уфе запустили ночной центр для пациентов с подозрением на коронавирус. Он будет работать с 8 часов вечера и до 8 утра. Учреждение открылось на базе больницы номер 13. Там принимают ковидных пациентов с средней и легкой тяжестью заболевания, тех, для кого амбулаторное лечение оказалось неэффективным, и тех, у кого подозревают наличие коронавируса. При этом пациенты могут обратиться за помощью не только по направлению терапевта или скорой помощи, но и самостоятельно. В Башкортостане началась вакцинация от коронавирусной инфекции. В республику поступило 1200 доз препарата. Вакцинирование проводят бесплатно по направлению врачей. Первыми уколят тех, кто в группе риска – медиков, работников образования и социальных служб. Вакцина предназначена для пациентов от 18 до 60 лет. Прививку нужно делать в 2 этапа. За 14 дней до вакцинации придется отказаться от алкоголя, иначе эффекта от нее не будет. Если у пациента присутствуют антитела, прививку не сделают. В Москве простились с главным оператором телеканала БСТ. Ильдар Насрединов боролся с осложнениями, которые вызвал коронавирус. Ильдар Агзамовича не стало на 58-м году жизни. Заслуженный работник печати и массовых коммуникаций, главный оператор БСТ. Для нас – часть телевизионной семьи. Семья, супруга и дети Ильдара Агзамовича живут в Москве, поэтому похороны прошли на Бутовском кладбище. На прощание приехали родственники, друзья и коллеги.
В Башкортостане няни проходят обучение, после которого они смогут открыть свои ясли и брать на дом до 4 детей, по опыту Франции. Воспитатели станут сертифицированными, их занесут в реестр. На реализацию программы республика выиграла президентский грант. За счет этих средств и оплачивается учеба нянь. Для обучения было отобрано 30 человек, сейчас завершается первый поток. Всего их будет 3. В республике поздравляют пожилых одиноких людей с наступающим Новым годом. Волонтеры Общественного фонда развития города доставляют нуждающимся продуктовые наборы. Развоз начался 10 декабря. Добровольцы уже помогли 65 пожилым одиноким людям. В наборах макароны, масло, горошек, говядина, чай, конфеты, крупы, сахар и открытка с поздравлениями от детей. Башкирские спортсмены привезли 10 медалей с чемпионата мира по борьбе на поясах. Планетарное первенство прошло в Казани. В составе сборной России выступило 11 борцов на поясах из нашей республики. Александр Усманов подведет итоги чемпионата. Нашу республику на этом турнире представят 11 спортсменов, которые выступят за 2 дня. В первый день вольный стиль. Здесь нас представят 7 борцов на поясах, но во второй в классическом 4. Заключительная схватка первого соревновательного дня. Уфимец Дмитрий Балянов в финале элитной весовой категории свыше 100 килограммов побеждает узбекского борца. Для 36-летнего Балянова это первое чемпионство мира в карьере. Опыта вагон же у нас по разным видам борьбы, поэтому смотрим, чувствуем, на рожон не лезем. А у нас, когда возможность доставляется, то действуем резко, четко. Счастлив. Счастье вот оно есть где. Когда долго идешь к чему-то, веришь в это, и у тебя получается с Божьей помощью. Эта победа подвела итог первого дня турнира. Борцы соревновались вольным стилем. Башкирские спортсмены в составе сборной России завоевали 2 золота, 3 серебра и 1 бронзу. Лишь один борец из 7 представителей нашей республики остался без медали. Что я у себя планировал, внутри эти люди выиграли, кто-то даже превосходствовал, так скажем, Вот. В общем, от кого ожидали победы, те и выиграли. Золотую медаль на чемпионате мира завоевала и уфимка Камила Елисеева. В этом году она вышла на ковер впервые после 2-летнего перерыва, связанного с травмой, и сразу выиграла не только чемпионат России, но и мира. И это не все приятные новости для нее. Прямо во время награждения ее молодой человек Артур Зулькарнаев сделал ей предложение руки и сердца. Давно уже думал об этом, уже получается с весны. Я и обещал, сам себе обещал, если она выиграет чемпионат мира и прямо на пьедестале, я ей сделаю предложение. Когда она здесь боролась, я съездил быстренько, кольцо купил. Артур Зулькарнаев сам успешный спортсмен. На нынешнем чемпионате мира он стал 4-кратным чемпионом. Ему нет равных с 2016 года. Сейчас даже и не думает о завершении карьеры. Наоборот, пытается побить собственные рекорды. Его задел поддерживают и другие спортсмены, которые берут титулы. Разиль Шабиев и Наиль Мухаметьянов также завоевали первые места в Казани в классическом стиле. Очень рад, я к этому стремился очень много лет. Спасибо моим тренерам. Всем огромное спасибо за поддержку. Я цель свою выполнил. Надеюсь, Алаберся заслуженного мастера спорта дадут наконец. Добавил в копилку наград серебряную медаль Ильфак Ибатуллин. В итоге башкирские борцы на поясах завоевали 5 золотых, 4 серебряных и 1 бронзовую медаль. 10 из 11 представителей нашей республики уехали с наградами. Такого гроссмейстерского результата не было с 2007 года. Я считаю, это очень хороший результат для нашей сборной. Поэтому желаю побед нашим спортсменам, дальнейших успехов. В следующем году в Башкирии планируем провести крупные мировые турниры по борьбе на поясах. Это даст толчок для развития борьбы на поясах именно в Башкирии и по всему миру. Главный тренер сборной команды России по борьбе на поясах привез в основном составе всех башкирских борцов, а президент Всероссийской Федерации отметил, что большие заслуги не только в спортивном блоке, но и в организационном. С приходом Раиса Фаридовича, с новым правительством, новым руководством Федерации, конечно же, прорыв очень большой, и все делается не только для республиканского, развития борьбы на поясах, но и всероссийского масштаба.
Нынешний год один из самых успешных для башкирских борцов на поясах. Но на достигнутом останавливаться не собираются. В будущем они планируют улучшить результаты на мировой арене и развивать борьбу на поясах. Александр Усманов, Руслан Гафиатуллин. Итоги недели. Казань. На этом все. Оставайтесь в курсе событий с телеканалом БСТ. Сразу после смотрите специальный репортаж Юлии Нигматуллиной. Следом программа «Республика Лайф». А я с вами прощаюсь. Всего доброго.